Аил, расскажите о деятельности штаба. Значит, наш штаб «Общественное движение Якутия с тобой» в поддержку мобилизованных из нашей республики начал свою работу 26 сентября 2022 года, сразу через несколько дней после объявления мобилизации. У нас, вы знаете, мы активно работали и на тушении лесных пожаров. Тот же костяк практически сейчас работает и в нашем штабе. Но тогда вот в нашей WhatsApp-группе женщины очень были взволнованы начавшейся мобилизацией, и очень хотелось помочь нашим землякам. И мы приняли решение помогать открыть штаб, чтобы население имело возможность напрямую помогать тем землякам, которые принимают, были призваны по частичной мобилизации. За все это время нами было направлено более 50 тонн различного груза. Вы можете только, Николай Андреевич, представить, да, вот это наше большое помещение было, несколько раз можно было заполнить. Это же были мешки, одежда. И 50 тонн – это просто огромная цифра. Кроме этого, у нас сейчас открылось направление, это швейное производство. Прямо вот здесь на Женикидзе 10 у нас наши женщины готовят одежду, снаряжение, очень важное. Причем изготавливаются изделия, которые нам рекомендовали, попросили сами ребята, которые сейчас приезжают в отпуск после ранения. И вот какие-то вещи они улучшают, говорят, вот лучше еще вот так сделать. Поэтому такое осознанное шитье той продукции, которая действительно востребована на передовой, на линии боевого соприкосновения. Ну и кроме этого у нас и плетут маскировочные сети. Надо сказать, что вот в нашем штабе побывало, лично приняло участие вот в тех или иных работах почти 900, наверное, да? Больше 850 человек, которые непосредственно вот здесь работали. Всего те, кто приносили нам помощь, это тысячи, конечно, тысячи людей. Если считать коллективы, если считать сулусов, сколько это все собиралось, это, наверное, уже десятки тысяч людей, которые прямо душой и сердцем прямо были с нашими ребятами. И поэтому название «Якутия с тобой», наша республика с тобой, товарищ мобилизованный, участник СВО. Мы хотим, чтобы они понимали, что у них есть тыл. Мы должны помогать нашим братьям, мы должны поддерживать наших земляков, потому что кто, если не мы, говорят мои часто друзья, кто, если не мы. Вот. В этом направлении у нас и работа ведется и по работе, с родителями, с женами мобилизованных. У них очень много вопросов возникает и связанные и с хозяйственными какими-то вопросами. У нас есть общественное движение «Мы вместе». Мы работаем в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ребята, волонтерский центр под руководством Айлана Винокурова, они занимаются и прямой помощью семьям мобилизованных. Это очень важная, нужная работа. Арсений Сергеевич об этом часто говорит, что мы должны не только помогать самим ребятам, но и их семьям. Мы направляем также семьи к психологам. У нас есть центр, который работает с семьями мобилизованных, самими мобилизованными. Да? Очень много среди нас, где-то, наверное, достаточно много жен мобилизованных, матерей мобилизованных, которые к нам приходят. Даже есть те, которые потеряли своих близких. Вот даже и психологи советуют не замыкаться, а приходить лучше в общественно значимое дело и вместе с нами работать. Вообще, чтобы понять, насколько это многогранно, да, вот эта помощь, можно привести пример, сколько я раз выезжал на дом, и меня встречали люди в инвалидных колясках, отдавали хорошие добротные вещи, да, новые. Были люди, мальчик, который инвалид с детства, он от своей пенсии отдал 5000 на швейное производство. К нам сюда приходят работать женщины, бабушки 90 лет, я о них тоже писал. Есть у нас женщина, которая
значит, пережила 2 инсульта и 1 инфаркт, и она все равно приходит к нам, значит, после этого и плетет, помогает плести наши маскировочные сети. То есть, когда кто-то говорит, что у меня очень много своих личных дел, что я не могу найти время, что у меня там здоровье не позволяет, но вот примеры того, насколько отсутствуют пределы, препятствия для человека, который хочет помочь. Они находят эту помощь, возможность и помогают, как могут. Я уже не говорю про те семьи, которые прямо системно приносят деньги, прямо забирают отсюда банки, заготовки, сами закупают воск, парафин, заливают эти окопные свечи. Кстати, мы здесь делаем еще, помогаем изготавливать и окопные свечи. Приносят дети свои письма, поделки, обереги, собственноручно сделанные. Я знаю, что для наших ребят письма детские, они как оберег тоже, как харасхал. Они под бронежилетом у себя в кармане держат, кто-то в блиндажах, в окопах вешают. То есть у нас такое, знаете, всеобщее желание помочь нашим ребятам спасти свою жизнь и здоровье. Потому что те лекарства, которые мы отправляем, даже если у бойца голова заболела, то он примет таблетку, и он будет более внимательным, он будет более собранным, сможет спасти, шансов больше спасти свою собственную жизнь. И у нас желание, чтобы... мы даже здесь вот за большим столом садимся в обед, и каждый обед мы просим высшие силы, каждый к своему Богу обращается и просит, чтобы ребята вернулись живыми, здоровыми и с любовью в сердце. Вот. Почему с любовью в сердце? Потому что не хочется, чтобы вот такое, военные действия отложились негативно на человеке, не обозлили его. И поэтому вот это тоже требует внимания. И общество наше, мы должны быть готовы принять, предоставить им рабочие места, помочь как-то вот в реабилитации, психологической реабилитации, где-то с использованием наших национальных традиций, да, вот, и, это вот тоже внимание, любовь в сердце, и я понимаю, что спастись, вообще все это нам помогает делать, это любовь каждого, кто здесь работает, кто сюда приносит эту частицу себя, любви, он отправляет, грубо говоря, я верю в это, да, в Вселенную, и таким-то путем мы как-то пытаемся улучшить. Многие люди до момента, когда они сюда не приходили, они думали, что они, наверное, одни такие, да, вот, которые думают о людях. А здесь мы встречаем таких же, как мы, люди, которые готовы безвозмездно работать для, общего блага. И вот объединение таких людей – это просто, особая, так сказать, категория людей, которая, возможно, спасет мир. Вот. Всегда же говорят, что Россию спасут общественники и спецслужбы, да? Вот. Защитят. Я думаю, что и спецслужбы свою работу проводят, но общественники – это люди, с которых просто любовь к людям, она оздоравливает наше общество. Где-то своим примером просто она осветляет все стороны нашей жизни.